Откуда вы такой, так хорошо знаете немецкий язык? У вас откуда? В селе, да, вот такие учителя. Как хорошо, что не видел, не понимаешь этого. Казах олдотлейда, каздасьюда. Казахи желают мальчика, как продолжение наследственно, а любят девочку. Кто-то интересуется, кому-то по барабану, кто-то нахватается верхушек, да. Здравствуйте, меня зовут Айнур Мазибаева. Сегодня мы обсудим фильм «Я ваш родственник» с историком, этнографом Маратом Симби. Рада приветствовать вас, Марат ага. Взаимно. Мы с вами знакомы по историческим и этнографическим проектам, но сегодня мы будем говорить о кино. Только не с точки зрения искусства и не как кинокритики, а мы будем обсуждать фильм с точки зрения людей, которые размышляют и которые пытаются уловить частичку настоящей, аутентичной жизни в кино, о том, какие мы в этом кино. Кинокартина «Я ваш родственник» снята в 1982 году режиссером Шарипом Бейсимбаевым по сценарию Ирины Тимченко. Это история о том, как в город из аула приезжает подросток по имени Толиген. Перепутав адрес, он попадает в семью Рахметовых, которая принимает мальчика за своего дальнего родственника и оставляет жить у себя. В 1983 году фильм впервые показали по телевидению. Я помню этот фильм по отдельным отрывкам из детства. А вы видели эту картину раньше? Нет, не видел я. Но успели посмотреть. В свое время тоже, вот в 80-х годах, когда этот фильм вышел, я не видел его. Так уж получилось. А вот познакомился благодаря нашей с вами встрече. Я сейчас пересматриваю этот фильм и открываю какие-то неожиданные моменты и испытываю повышенный интерес и такое удивление. Начну вот с чего. Мой папа когда-то в компаниях любил рассказывать анекдот про казаха, который попал в плен. И немцы его спешат поскорее расстрелять, потому что если с ним заговорить, то он непременно окажется твоим родственником. Вы слышали этот анекдот? Да, конечно. Скажите, а вот эта вот завязка киноистории, когда человек, перепутав, попадает в чужую семью, и те принимают его за своего родственника, это вообще типичная казахская ситуация или нет? Нет, конечно. Перепутать семью, перепутать ребенка и так далее. Она не типичная ситуация. Она отражает типичный стереотип казахский. Все говорят часто о гостеприимстве. Это хорошее человеческое достоинство, но не потому, что казахи по своему достоинству выше каких-то других народов, а потому что это образ жизни заставлял нас быть такими гостеприимными. Буквально заставлял. Потому что мы кочевники. Вот. Кстати, домбрата, почему она маленькая, а не пианино? Компактная. Да, компактная. И человек выходил в путь компактным. Камша, вот, что-нибудь в торбу перекусить и ехал по своему маршруту. Если не доезжал, останавливался в каком-то ауле, вот, и там его принимали как гостя. То есть это нормальная взаимовыручающая, так сказать, взаимная выручка. Это в кочевом обществе норма считалась. То есть я правильно понимаю, что какое-то время этого главного героя Толигена, подростка, в общем, вежливо как-то так принимали как гостя. А вот когда он начал перечислять своих прадедов до какого-то колена, и вот взрослые люди, семья Рахметовых, как-то вроде соглашаются, не очень сильно сверяя свои собственные родословные. Это насколько, вам кажется правдивым? Мне не хочется критиковать фабулу этого фильма. Вот. В своей основе у нее это очень добрые, так сказать, мотивации. Вот. Ну а вот такая ситуация, она где-то искусственная, по-моему. Каждый казах обязан был знать 7 своих дедов. В противном случае его это или в лицо,
но чаще за глаза говорили «житом», «сирота». Не знаю, казанская или казахская, скорее всего, «сирота». И «сирота» в традиционном казахском обществе – это крайняя степень асоциальности. Ну, ни туда, ни сюда. Ведь же кроме, если отца, родителей, матери, родителей ближайших нет, но есть же род, есть же родственники, которые всегда, если он маленький, принимали в свою семью. А если он большой, то принимали участие в ее судьбе, там, женитьба, свадьба там, и так далее, и так далее. То есть сирот в таком классическом смысле в традиционном обществе не было. Вот. Поэтому жетом – это ужасная социальная категория. Не просто сирота, да, а вот непонятно кто. Поэтому казахи знали, всех своих заучивали, минимум 7 дедов. Среди стариков в гостях это была темой очень интересных разговоров. Вот, они выясняли, это, кто, кому, кем приходится, и обнаруживали, что ой-бай, а президент Академии наук, оказывается, он из того рода. И, в общем, очень интересные беседы для них. Вот. То есть вот это традиционное шежре. И это не забывалось, это вот прямо... Оно культивировалось. Культивировалось. Да. Письменное шежрение не велось, но устное шежре вот, неукоснительно, причем не искажалось. А про твоих 7 дедушек старый Рахмет что-то напутал. Отец Бейсембая не Дюйсембай, а наоборот, Бейсембай – отец Дюйсембая. А старшего прадеда звали не Коронар, а Баттербол. Понял? Еще один важный момент, или даже, наверное, конфликт, который присутствует вот в этой картине, наверное, он как-то может быть охарактеризован как отношение города и аула. И даже сейчас в казахских семьях узнается вот эта вот ситуация, вот как в картине, что нужно покидать аул в поисках либо хорошего образования, либо хорошей профессии, либо новых возможностей, ну и вообще в поисках лучшей доли. Вот этот вот исход аульчан в город, насколько вам кажется вот в этой истории, ну и вообще по нашей жизни, насколько это правда? Исключительная правда. Это естественный процесс для любого этноса, для любого народа. Вот. И особенно для такого народа, как казахи, которые в основной массе своей жили в ауле. Мы же жили еще через полосно с русскими, которые предпочитали ехать в город, вот, и получать там образование, и получать специальность, оставаться. То есть это вполне естественный процесс. Вот. Он мог бы продлиться на долгий период. Вот. Когда Казахстан получил независимость, казахи составляли 40% населения Казахстана. То есть этническое меньшинство. Русские, украинцы, немцы, татары, узбеки, корейцы, уйгуры, чеченцы. корейцы. Да? Вот. И все они составляли такие этнические ячейки общества. Да? И в этом многообразии казахи составляли немалые 40% населения. Да? Вот. Но для независимого государства, да, которое называется Казахстаном, стан – это страна казахов, да, стан, то это ненормально, когда абсолютное большинство сельских жителей. Да, вот. То есть для нормального развития это далеко не комильфо. Но тут такая беда произошла, когда экономика обрушилась, не только в Казахстане, а вообще на постсоветском пространстве. Безработные аульные жители хлынули в город. Им было очень трудно. Не было жилья. Кто им предоставит? Не было работы, то есть специальности не было.
самые низкооплачиваемыми, самые непрофессиональными работами казахи занимались в городе. Ну, лиха беда начала, вот это вынужденное переселение, да, сделало казахскую нацию, привело к урбанизации. Сейчас большинство казахов живет в городе, меньшинство в аулах. Знаете, Марат ага, я обратила внимание, что вот главный герой, этот подросток Тулеген, он переезжает в город, чтобы попасть не просто в обычную среднюю школу, а в математическую школу. И здесь я какие-то аналогии вижу с тем, как вот в XIX веке казахи отправляли своих детей в гимназии, семинарии, медресе и высшие учебные заведения Российской империи. Тулеген, персонаж этого фильма, допустим, что он закончил эту математическую школу, и он захотел учиться не в Казахстане, а вот в Москве, в Ленинграде. Нет проблем, нет проблем. Бери деньги у папы, мамы и езжай в Москву, в Петербург, в Ригу. Ну тогда это был Если Ленинград, нет, да. то Ленинград. в Алмате, тогда столицы Казахстана, отбирали каждый год осенью, сдавали студенты, абитуриенты экзамены, и лучших из них отправляли в вузы, центральные вузы, откуда присылались, так сказать, квоты, объем, сколько человек мы можем принять из Казахстана. А уж те, которые вот сами ездили. Кстати, вот мой одноклассник Абишев Асан, он закончил школу, он хорошо учился, отличником был, и сам поехал в Ленинград, сам поступил в Ленинградский политехнический институт. Его Казахстан не направлял, он сам. Вот. Его знания оказались достаточными. Кстати, тоже один из интересных факторов. Почему деревенский парень, да, поступил в вуз Ленинграда. Еще у него спрашивали, откуда вы такой, так хорошо знаете немецкий язык? У вас откуда? В селе, да, вот такие учителя. А откуда, правда? Он жил рядом с соседями немцами? Ссыльных народов много было. Вот. И в средних школах преподавали замечательные преподаватели. У нас, например, по физике преподавал еврей Иоанн Аронович Шкловский, зам директора какого-то артиллерийского завода стоит. Понимаешь? Ну, наверняка у него была ученая степень. Вот. Карх Рубен Юлианович по физике, немец, вот, имеет высшее образование. То есть в школе преподавали у нас представители многих ссыльных народов. Да? Это же интеллигенция. Они не имели возможности выехать в город, например, поселиться там. Они преподавали в селе. Не было бы несчастья, да несчастье помогло. Вот эти ссыльные народы большой вклад внесли в образование, в образовательную систему Казахстана. Очень интересно. И спасибо им за это, кстати. Приезжал ли кто-нибудь в вашу семью из абитуриентов? Жили ли вы так долго, как в этом фильме говорится? Аульные родственники приезжали, вот, ставили, кстати, разрешение не спрашивали, ставили в известность, что вот приедет мой сын, вот, он будет поступать, помогите ему. Ну, все. Приезжали они, жили в семьях, вот, поступали. Не поступил, уехал. Поступил, получал общежитие и навещал эту семью. Я в детстве очень любила кино. И вот в газете печатали телепрограмму, я ручкой отмечала время выхода фильма. Но скажу честно, что я и мои друзья не интересовались нашим кино. Его было очень мало, и не хочу никого обидеть, оно было неинтересным, да? То есть не выдерживало конкуренцию с другими фильмами. И, Марат ага, вот вы в то время уже были взрослым человеком. И моя боль и, может быть, недоумение и упрек адресованы вам как представителю старшего поколения. Неужели в то время действительно было нельзя снимать больше казахских мультфильмов, больше увлекательного детского кино? Ну, это вопрос такой не по адресу, потому что я не был министром культуры. Но если бы я был министром культуры, я бы тоже не смог, наверное, переломить эту ситуацию.
таких, как я называю шалаказахами. Ну, половина вещей я в детстве не получила благодаря взрослым людям. Ну, как хорошо, что вы задаетесь этим вопросом. И как хорошо, что вы не понимаете, недоумеваете. Идеология на первом месте. Ни одна газета, ни одна книга, ни одна брошюра, тем более ни один фильм не пройдет без этого идеологического решета и сита. А если еще заподозрят это в тексте, найдут какие-нибудь так называемую антисоветчину, то еще и на голову у тебя падет кара. Это как хорошо, что не видел, не понимаешь этого. Вот вы же сказали, у нас нет цензуры вот в этой передаче, да? Ну, это просто вот, чудо. Вот такое. То есть вот что как я сейчас рассуждаю, вы даже не тогда... знаете, что такое цензура. Как-то. Все знали, что надо делать и как нужно делать. Более того, появилась целая плеяда писателей, которые доводили себя до сами себя. Цензурировали, да? Совершенно. Сами себя сдерживали как-то? Да. Вот. И в результате они становились вот такими обыкновенными серенькими писателями. То есть саморедакция, вот, не сказать лишнего слова. Вот такое общество было. Мы говорим о нашем кино и о нас в кино. От выхода фильма «Я ваш родственник» нас отделяет 40 лет. В 1982 году вышло менее 10 отечественных кинолент. В СССР лидерами проката в тот год были комедия «Спортлото-82», семейная драма «Мужики» и мелодрама «Не могу сказать прощай». За железным занавесом тогда массовой аудитории показывали фантастические картины «Инопланетянина» Спилберга и «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта. До советского зрителя дошла комедия «Тутси» Сидни Поллака. В 1982 успешно стартовали в кино Шварценеггер и Сталлоне. Но советский Казахстан об этом и о том, чем еще жил мировой кинематограф, был пока не в курсе. Любопытно посмотреть на одежду героев и на детали быта. Там в первых кадрах подросток Толиген, когда приезжает в город, у него через плечо такая переметная сумка коржин. Вот сейчас их часто можно встретить на рынках, их продают, и их иногда во время тоев используют как вот вместилище для подарков, для той-бастаров. Вот в 80-х годах коржин можно было встретить, или это такая реквизитная деталь? Я лично не встречал, во-первых. Во-вторых, вот, она такая рекламная, реквизитная, как ты говоришь, да, а потом она вторую жизнь получила сейчас. Сейчас по телевидению или в кино показывают, вот это, чтобы подчеркнуть национальную особенность. И когда одевают чапаны, расшитые вот, орнаментом, бörek и так далее, мне так и хочется сказать, ряженые. Ну, чего вы вот это... Понимаете, не одежда же ведь сейчас определяет национальность. Вы обратили внимание, что там был такой эпизод, когда девочка, дочь Рахметовых, Айша, она обращает внимание на то, что Толиген приехал из аула, из села, приехал в фирменных джинсах. Это такой миф или правда, что в сельских магазинах был дефицит, которого не встретишь в городе? И правда ли, что горожанин мог поехать там в поисках деликатеса или какой-нибудь модной вещи, там, не знаю, в какую-нибудь провинцию? Нет, нет и нет. Но то, что в Алмате не продается, не могло появиться там в Исыке или где там еще, в провинции где-то, в ауле. Нет, конечно же. Ну, какая-то нелепая случайность возможна, да? Вот, какой-нибудь пьяный не туда отправил. А так все модные вещи, хорошие вещи, качественные вещи, это в городских магазинах продавались. Где раскупиться, да? Вот. Ну, скажем, вот в мою молодость, да, вот это стиляги появились, да? Это узкие брюки. Так. Издевались там, начиная от Москвы до окраин, да? Вот такие-то брюки появляются не в сельской же местности, а в городе. Мое возмущение вызывает такой персонаж в фильме, как Айша.
это девочка. И вот очень интересно, ее ведь там и отец вначале балует, и так снисходительно относится к ее там выходкам, и родственница делает такой благопожелательный ритуальный жест, она ей дарит свои сережки со словами, что девочек нужно баловать, чтобы и тогда из них вырастут женщины. Но потом к середине картины как-то вот это Айша вызывает жалость, потому что она очень старается, очень деятельна, очень активная, но как будто счастье ей это не приносит. И вот здесь, как вам видится, вот это отношение к девочке в семье, насколько оно верно отражено в этой истории? Кто тебя назначал? А он сам к нам пришел, а мы его выбрали. Я сам пришел, хотел тебе помочь. Нужен ты мне очень, подумаешь, помощник. Ох ты! Как вас тут много! Надоело. В школе шум целый день. И дома это орава. Базар в доме устроили. Не базар, а кино делали. Они слайды твои трогали, роман читали. Ну и как? Интересно. Только не все понятно. Ну вот уже и первые рецензии. Айша, я хотел как лучше, хотел помочь тебе. Малыши, тихо-тихо по домам. Пойдусь без твоей помощи. А ты, Иша, иди обедай. Родителей надо слушаться. Ты сама нас так учила. До свидания, Урасака. До свидания. Ну, в жизни же всякое бывает. Абсолютно всякое бывает. Вот. Вплоть до жестокости к своим детям. Вот. Но девочка в казахской семье определяется одним словом. Она гость в доме отца. И когда ей исполняется бойжеткен, то есть она уже подросток, выше подростка, она уже дома вот таким тяжелым каким-то вот, домашними работами не занимается. Вот. Она занимается собой, ходит с отцом в гости. Если ее отец самый старший среди собравшихся, его сажают на почетное место тюрге, и рядом с ним садится его дочка. Меня так сажают Вот. до сих пор. Ну что, у меня дочка есть. У меня это теперь дочка Сасай Бабпалда, теперь у меня внучка. Вот. Она говорит, это мой Аташка, что хочу, то делаю. Вот она, ну, все ее капризы выполняешь. Внучка, во-первых. Во-вторых, қыз бала, ну, жолы жишке дейді. У девушек жизненная линия очень тонкая. Вот. Что ее ждет еще впереди? Судьба. То есть она уходит, это ее отцовский дом, это ее родной дом. А вот переступит порог и попадет к другим людям, в другую семью. Қалай болады? Что с ней будет? Да? Не будет же так же, как у мамы. Вот. Не будет так, Вот так как вот, у да, папы. бережно, да. И они сидят и это сожалеют. Вот такая вот это драма с девочками в казахских семьях. Даже при счастливой жизни, да, родители очень тяжело переживают это. Қыз бала это былай дейді. Қазақ ұлды тілейді, қызды сүйеді. Казахи желают мальчика, как продолжение наследственно, а любят девочку. А, кстати, вам попадался какой-нибудь фильм казахстанский, который бы вот вы согласились, что да, это вот кино о нас? Из любого периода. Советское, перестроечное, постперестроечное фильм. В этом плане, да, мне больше нравится, ближе к истине, это фильмы военные. Вот, фильмы об вооружении, о боях под Москвой. Я сын военного, профессионального. 25 лет прослужил мой отец. Вот. Мы по гарнизонам ездили. Так что вот для меня вот этот запах шинели, когда много собирается офицеров, да, от них какой-то вот запах идет. То ли от сапог, то ли от шинели. Скорее всего, все это вместе, да, вот такой воинский, такой специфический запах. И вот эта военная косточка, их деяния, да, вот не во всех, но в фильмах отражены. Кстати, Марат ага, вот в этом фильме есть персонажи старшего поколения, Апашка и ее подруга. Они там поминают Алию Молдагулову. И я специально залезла в Википедию и прочитала, что
было в советское время 95, по-моему, женщин-героев Советского Союза, ну, включая уже послевоенных деятельниц, и только 2 из них были казашки. Как вам эта деталь? Их же не 2 было, вот в чем дело. Большое число женщин-казашек пошли на фронт. Причем добровольно, потому что женщин не брали же, ведь не мобилизовывали. Вот. Огромное число. Сейчас еще одна героиня прибавилась. Хио Аздоспанова, да, летчица. Летчица, да, и так далее. Так ведь их ни 2, ни 3 было. Это достаточно массовое движение было. Я хотела, знаете, обратить внимание вот на что. Съемки этой картины происходили на Алматинских улицах. И там на 11-й минуте мелькает строящееся здание нашего, ну, на тот момент самого большого Центрального государственного музея республики. Здание закончили строить в 1985 году. Вы там работали, ездили в полевые экспедиции, проводили исследования. Скажите, вы, наверное, обращаете внимание, да, что сейчас у нас такой бум интереса к истории, к своим корням. Все спорят, какие казахи, куда мы движемся, кто настоящий казах, кто не настоящий казах. Ну, вот эти тюркские корни. Очень популярная тема. А вот в 80-е годы, когда вы именно работали историком, этнографом, насколько люди интересовались своим прошлым, своими традициями? По-моему, люди всегда интересовались своим прошлым. Нормальное общество так же интересовалось, как и вы, и вот молодежь сейчас. Да? Кто-то интересуется, кому-то по барабану, кто-то нахватается верхушек. Да? То есть уровень знания у людей разный, да? Но у каждого есть свое представление об истории. А в 80-е... И ее фактах тоже. Ну, а в 80-е годы как-то было популярно вообще говорить, что мы там наследники кочевой цивилизации. Был такой нарратив? Ну, он всегда существовал в казахской истории, потому что от него никуда не денешься. Другое дело, как к этому вопросу относились. Я считаю, и не только я, что кочевая цивилизация, а конно-кочевой цивилизации 2500 лет уже, кочевая цивилизация – это часть, составная часть всеобщей человеческой цивилизации, в том числе вот оседло-земледельческой. Она часть ее. И говорит о том, ой, это дикость, ой, вот это лучше, да, не представляется. На каждое А находится с другой стороны Б и так далее. Поэтому историю 80-х годов люди знали. И вообще всегда, во все времена люди творцы истории. Вот просто мы не замечаем, что происходит так. Не замечаем, а не воспринимаем так остро. Да? Вот сегодняшние дни нашей истории, они наполнены и трагическими, и комическими историями. Посмотрите, что происходит сейчас, да, вот Украина, Россия, да. Это же трагедия, это же страшное дело. Да? Это тоже наша история. Так же, как это история, которая происходит где-то на другом континенте, вроде не касается нас, а потом эхом отзывается. 80-е годы. А события 86-го года – это 80-е годы. Это же не это. С бухты-барахты сверху камень свалился. На тех же самых это улицах. нужно было общество созреть, дорасти до такого, да, или довести народ до такого состояния. Это отражение истории этих же 80-х годов. Это же непрерывный процесс, да? Сегодня мы говорили о самой обычной кинокартине и обнаружили массу увлекательных, важных вещей. Марат ага, большое спасибо вам за очень насыщенную, интересную беседу. Вам тоже спасибо.